Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это радио РФМ, и мы вещаем на частоте 102,3 в студии Анна Гасьева и Анна Кулухова. И у нас в гостях психолог Габлова Индира Мелитоновна. Добрый вечер. Добрый вечер. Рады видеть вас в нашей студии. Все взаимно. Индира Мелитоновна, сегодня отмечается День помощи ворчунам. Скажите, пожалуйста, ворчать это полезно? Быть ворчуном это полезно или вредно? Ну, если я буду сейчас говорить ты, но я обращаюсь не к вам, про человека говорю. Если ты ворчун, любой человек, то лучше ворчать. Но самое лучшее не научиться ворчать. Ведь это тоже привычка. И откуда она появляется, это другой вопрос. Это совсем другой вопрос. То есть я ответила, это полезно, если у тебя натура ворчливая, и это совсем не полезно, если ты можешь не ворчать. Почему? Потому что на самом деле психология, наука психология знает много терминов, которые соответствуют под слово «ворчать». И одним словом назвали «ворчун». И это очень такая расхожая фраза, она вовсе не научная. А по-научному это звучит «вечно всем недовольный человек». Всем. Вот смотрите, полезно ли это или вредно, и вы сами ответите. Когда знаешь, когда понимаешь вопрос, то легко можешь ответить. Мы все очень мыслящие существа. Девушке комплимент. Ой, ты сегодня так хорошо выглядишь. Что скажет ворчливая, недовольная вечно всем девушка? Ой, это не настолько хорошо, или? Нет. Ага, значит, я вчера плохо выглядела. Вот. Вы придете в гости и съели тортик, он такой вкусный, и вы не похвалили, ну просто забыли, и все. Негодяй такой невоспитанный, скажет вам хозяйка. Понимаете? Вот если это она скажет в лицо, ответьте, это хорошо или плохо? Конечно, нет. Это не есть хорошо, мягко говоря. Но если она там про себя ворчит, это другое дело. Но самое неприятное, и не просто неприятное, а вредное, и плохое влияние оказывает на окружающих, если ворчун, есть такие ворчуны, которые пойдут и тихо побубнят. Бабулечки там, на внуков, мамы там, бу-бу-бу, ба-ба-ба, да, на детей. Но ведь есть люди совершенно нам не близкие, и что бы ты им ни предлагала, что бы ты им ни говорила, они обязательно найдут что-то, чем они недовольны, даже если ты им делаешь комплимент. Вот я привела, да? И, как правило, таких людей называют циничными. Они реально отвечают очень цинично. Но это не совсем циники, это именно ворчуны. Конечно, это плохо, если вы выливаете все свое недовольство на человека, который вообще ни при чем в ваших жизненных проблемах или там в вашей детской травме, из-за чего вы ворчите. Конечно, это плохо. Но если вы там ушли и бубните, да, то, пожалуйста. Почему у японцев есть такой замечательный вот, это даже уже не эксперимент, такой, как вам сказать, пример, по которому я бы очень хотела, чтобы брали очень многие руководители, пусть Южной Осетии, пример. У них в огромных и в не очень огромных там корпорациях и фирмах, и офисах, и учебных заведениях есть специальные комнаты, которые называются комната разрядки. Понимаете? И там есть боксы, они совершенно изолированы, звук, амука. И ты хочешь пойти, и вот бывает же иногда, да, что к горлу подступает гнев, а его нельзя выдать, потому что это некультурно, это некрасиво, ты находишься среди людей, ну, нас так учили, да, и кого-то даже хочется просто взять и задушить. Вот как бы вот бывает такое, это нормально, пусть каждый вспомнит из нас, как вот гнев подступает. И в таком случае он может зайти туда, совершенно спокойно выместить свой гнев, злость, обиду, ворчание и выйти, и улыбаться. То есть если ты ворчун, то нельзя подавлять эмоции. Их категорически запрещено. Почему ворчуны ворчат? Вы знаете, что у человека есть сознание, вот то, что мы сознательно видим, да, душой чувствуем, там, спинным мозгом чувствуем всем, да, мы это знаем вот завтра, сегодня, послезавтра. И есть вещь, не вещь, а есть некое такое, как вам сказать, субстанция в человеке, которая называется подсознание, бессознательное. То есть слово само мы не осознаем. И что там находится? Объясняю. Все
наши невыраженные эмоции, несбывшиеся желания, все проблемы, страхи. И у Фрейда есть фраза, да, основное понятие психоанализа — вытеснение. И человек как так устроен, что если его что-то травмирует, то он, конечно, это никуда не толкает, но его душа или сознание вытесняет это в бессознательное. И типа забыл. И реально не помнит человек. Но это как, вот знаете, есть такие чуланчики в квартирах, куда закидывают вот все, что не нужно. Банки, склянки. Вот заходишь в квартиры пятиэтажные, есть такие чуланчики приходят. Так открываешь под потолком и закидывают туда все. Закинул, забыл, лыжи, там, банки, там, тапочки какие-то. Но они же когда-то вывалятся и ударят по голове. А в подсознании обязательно вывалится то, что мы вытеснили, то, что мы не прожили, то, что мы даже не пострадали, не порадовались, то, что нас обидело, вытеснили, потому что нас это травмирует. Же, по-моему, это еще что за Конечно, у Юнга. За любым неврозом скрываются Юнг переживания, которые пациент отказывается переживать. Совершенно верно. Юнг прямой последователь и ученик Фрейда. И у него была немножко, он в личность, он теорию личности развивал, а Фрейд вообще был основоположником анализа, психоанализа. И Юнга, и Альфред, и они все были его последователями. 40 наук вышло из психоанализа, 40 психологических наук. Вот. И смотрите, вы это туда вытеснили, это я о проблеме говорю. И смотрите, что такое. Мы же существа ассоциативные. Мы живем ассоциативно. Ой, запах знакомый, что это было? И у нас картинка. Ой, когда влюбилась, мне вот такую шоколадку подарили. Ой, когда мне было плохо. Ассоциация. И как только мы встречаем в жизни событие, которое нас травмировало, и мы вытеснили, опа, и это нам стучит созвучие, резонанс. Это плохо, травма, мы боимся, не хочу, но оно стучит. Вытащи меня, реши и избавься. Ворчуны, реши. Почему ты недовольна? Страх не соответствовать. Когда-то в детстве девочки говорили: да ты дурочка, да посмотри на Машу, какая она. Ребенок думает, что он плохой. И он вырастает вот с этим сознанием, и когда ему кто-то говорит: какая ты красивая, а у нее детская травма, ей мама говорила, а мама Бог. Ей мама говорила: какая ты плохая, какая ты дурочка. Вот посмотри. У нее это, она вытеснила, это ее травмировало. И ей молодой парень говорит: какая ты красивая. И она ляпает: значит, вчера я была некрасивая, потому что резонанс. А ты кто такой вообще? Мне мама говорила. Это я говорю вам бессознательные действия. И что? И он развернется и уйдет. Да пошла ты, скажет он ей. А как правильно в наших условиях вымещать свои негативные эмоции, вымещать свой гнев в условиях, когда нет специальных комнат для этого? Вот как действовать людям, которые, к примеру, испытывают гнев? Ведь это тоже нужное чувство. Конечно. Это же защитная реакция, это же для чего-то это нам не нужно. нужное чувство. Это наследственная эмоция. Мама такая была, бабушка и я такая. Понимаете? Оно ниоткуда не берется. Разве это не у всех? А нет. Кто-то гневает, это разные вещи. Кто-то гневается, это разные вещи. Кто-то злится, кто-то обижается. Это совершенно разное. Я сейчас не буду об этом говорить. И они принадлежат различным энергоцентрам. Когда человек гневается, у него обязательно будет болеть печень и желчный пузырь. Потому что это место, которое любит гнев. Слышали? Желчный человек. Желчный пузырь в Южной Осетии самое распространенное — камни. Потому что и внешне улыбается, а тут гневается. Как выпустить гнев? Я сказала, что если нет специальных комнат, слава Богу, у нас уже есть психологи, к которым можно прийти, у нас кафедра есть, и там есть практикующие. Подойди и спроси. Если ты ходишь к врачу и говоришь, что у меня болит там, тут, то прийти и сказать: я гневаюсь, это не более стыдно, чем тут болит. Потому что тут болит, потому что ты гневалась всю жизнь. Но что мешает нашим жителям ходить к психологу? Мы почему-то не наблюдаем такую тенденцию. Сейчас уже ничего не мешает, но буквально год назад люди перепутывали психологию с психиатрией. Психолог. Им было стыдно, наверное, сказать, что они пошли скажут к психологу. люди, Психиатрия — это как бы шизофреник чокнутый, да, там тебе надо в больницу халатом завязать и делать уколы. Психиатр — это врач, который лечит только
химическими препаратами. И если ты попал к психиатру, то ты никогда больше не... Тебе не надо будет идти к психологу, это бесполезно. Ты вечный клиент психиатра. И есть такая расхожая фраза, чтобы не улыбаться у психиатра, ходите к психологу. Вот потому и не ходили. Но сейчас... На рекламу паузу сделайте. Лично меня сегодня останавливало 7 моих знакомых. Я шла и считала. И все знаете после чего? После ковид, которая больше всего давит на нервную систему и на психику. А от этого все болезни. Что сделать с гневом? Ну, в конце концов, если вы понимаете, что вы гневаетесь, то возьмите бумагу, это реально помогает. Разорвать. Напишите имя того человека, на кого вы гневаетесь, вот так скомкайте и об стену. В туалет зайдите, если негде, и скажите, чтоб ты сдох. Знаете, как отпускает? Вы даже не представляете. Это просто отпускает, потому что мы делаем, смотрите, какие движения, я вам рассказываю, мы вытаскиваем наше вытесненное что-то, травму из головы и чувствуем, я гневаюсь. Мы берем следующее наше, мы же пишем, думаем и так далее. И пишем это, потом мы берем, убиваем этого, кто нас разгневался, и размазываем об стену. Это все бессознательно на нас влияет. Уф, отомстила. Лучше так, чем наорать на человека, обозвать его, ударить и так далее. Точно так же со злостью. То есть, если вы придете к психологу, ну, я не знаю, к практикующему, конечно, он вам за секунду расскажет простые вещи, которые вы можете применять. И через некоторое время вы просто захотите. А вот меня часто спрашивают, а как прощать, чтобы вот простить? Кстати, у меня тоже есть эта проблема. Нормально? Ну, у кого простить нет? Нет, не других, а себя именно. Это самое трудное. Самоедство. Это да. Это самое самое трудное. трудное, простить себя. Это последняя стадия прощения. Всех прощаю, себя нет. Да. У тебя синдром отличницы? Нет. Пауза, Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что у нас в гостях психолог Габлова Индира Мелитоновна. Присылайте все интересующие вас вопросы по номеру 808-60-30. Наш гость обязательно на них ответит. Через пару секунд мы вернемся. Добрый вечер, это радио РФМ, и мы вещаем на частоте 102,3. У нас в гостях психолог Габлова Индира Мелитоновна. Мы Индира- остановились на теме прощения себя. Да, вы сказали, что это самая трудно решаемая проблема. Самопрощение. Да, самопрощение. Простить себя. Да. Да? Именно себя простить. Себя. Да. Да. То есть вопрос звучит так. Как простить себя и почему нам очень трудно простить Да. себя? Правильно? Да. Вот дело в том, что вообще тема очень глубокая, и я бы ей, честно говоря, посвятила даже целый, ну как это назвать, целое семинарское практическое занятие с тренингом, чтобы то, о чем я говорю, человек почувствовал на себе. Почему мы можем, или как нам кажется, можем легко простить других? Нам иногда кажется, мы не прощаем. А вот себя никак не получается простить. Или наоборот. Многие считают, ну а что я не виновата, а я что, грех кот тон. Я никого не обижала, я так. Так тоже бывает, да? Но если вопрос звучит, как себя простить? А как себя простить? Смотрите. У нас настолько низкая самооценка, глубинная. Это не видно, вы не показываете, что вы низкая, и не покажете никогда. Это опять же не то, что вы себя неправильно ведете и там жметесь, ой, да, обидьте меня, я там то. Нет, это не так. Человек очень достойный всегда, да, сам себя простит. Это обязательно надо искать прощение себя, надо искать опять же в детском возрасте, при помощи психоанализа, то есть поговорить, и вы сами озвучите это. Первое. Второе, что это может быть? Почему человек не может простить себя? Потому что не каждый человек понимает, например, когда... Вы слышали фразу «Мы венец творения Да. Всевышнего, и мы созданы по образу и подобию Бога». Слышали же? Да, Расхожие да, фразы, слышали. да, как бы очень расхожие. И многие понимают, что по образу и подобию, это значит, Бог сидит где-то на облаке с длинной белой бородой, и у него такие же руки и ноги, как у меня, и вот я этим на него похожа, подобна ему этим. Да близко не так. Что такое подобие?
И почему надо себя прощать и любить? Потому что этому самому Богу, а что такое Бог? Не знаю. И вы не знаете. Портрета нет, иконы нет. Знаем Бог, 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 да? А Бог – это ничто иное, вот эта расхожая фраза «Бог» – это ничто иное, как свет вашей души. Смотрите, что такое свет вашей души. Вы кого-то любите. Свет? Да. Свет. Вы хотите кому-то что-то подарить. Зачем? Просто так. Свет? Свет. Вы хотите найти котенка, которых Аннушка часто находит, и Мария часто находит. И почему? Свет? Свет. То есть вы дарите свет жизни, любовь. Вот это и есть свойство Бога. Кстати, Вот как- прямо сегодня утром я читала стихотворение Хадзе Мурата Дзуцат, у него как раз строки Хоцаудахима. Хоцаудахиме. Да. Мандерникой. Внутри. Я раньше думал, что Бог видит меня сверху, а потом я понял, что Бог видит меня изнутри меня. И Он поэтому везде сущий, потому что все, что создано, создано Богом. И я. И часть, вот свет моей души, это есть Бог. И когда я читаю молитву, я не о себе говорю вообще, я не тому дяде на небесах молюсь, а свою душу уговариваю. И она мне говорит, да. Кроме того, по закону психологии, все, о чем вы просите, даже бессознательно, Вселенная вам говорит «да». Я больше люблю Вселенную. Даже если вы говорите, ой, какая я несчастная. Да. Да, дорогая, ты несчастная. Ой, какая я больная. Да-да-да, ты такая больная. Знаете почему? Хавиу свобода воли. Он дал мне свободу воли. Но он не учел, что я лукавлю. И я просто ему жалуюсь. А он же мне свободу воли дал. У него один раз и навсегда свобода воли. Анекдот. Стоит ангел за плечом молодого человека, а молодой человек сидит и думает. Вот Новый год. Зарплату не повышают, жена не работает, дети двоечники, и вообще все ужасно. И ангел пишет в блокноте, ну, дорогой, ты и в прошлом году этого хотел, будет тебе опять в этом году. То есть все наши мысли материальны, потому что мы боги, мы волшебники в обличии человека. И кого мы не прощаем? Ответьте мне, Аннушка. Бога в себе. И когда мы не вот так себя должны любить, обцеловали, ой, какая хорошая, кремом намаз. Нет, это тело. Наша душа – это часть Бога. Поэтому и труднее всего простить Труднее себя. всего. душу. Но когда ты понимаешь, то тебе стыдно. А кого я не прощаю? Бога. А как я могу? Моего Бога. Мой Бог пришел к вашим богам и разговаривает. И ваши души открылись, рты вот так, и слушаете. Почему? Потому что мой Бог понимает твоего Бога. А вот когда мы ругаемся, кто в нас ругается? Бесы. Ай, бесплатно. Бесплатен. Понимаете? Лучше говорить даром. Понимаете? То есть мы иногда и рай во мне, и ад во мне. Я когда счастлива, я в раю. И он не где-то там, это не географическое понятие. И я когда несчастна, я в аду, а иногда и на самом дне ада. Так как я чувствую. И если я себя не прощаю, то я не прощаю Бога. И тогда что мне будет? Бог думает, что он не прощай. Ты жертва, хорошо, будь тебе наказание. И на тебе, хлещет тебя. Ты же наказание хочешь. Аннушка ответила. Поэтому мы не осознаем этого. Мы думаем, что Да, но на самом деле чаще всего для других срабатывает формулировка, да, он всего лишь человек, почему он должен соответствовать, Неправда. почему он не должен ошибаться. он должен... Кстати, Да, он должен ошибаться, он будет ошибаться не Это потому, что уроки, он это этого школа. хочет, а потому что человек не может эрару хуманум Можно эст. я скажу? Да. Отвечу на вопрос. Физическое наше тело и ум, они умирают, потому что это человек. Да. А что в нас не умирает? Душа. Она бессмертна. И это не я говорю, это еще Роберт Моуди писал, когда я это прочитала, я просто в шок впала, что он проверял, взвешивал умерших людей и делал это долго, долго, долго. И у всех умерших людей, у всех, тело становилось на 0,0014 миллиграмм меньше, чем было. Да, он измерил вес души. И потом они поставили это и увидели, как белое облако вылетает. То есть душа бессмертна. И это часть Бога, это эманация света,
при помощи иронных стенхорзов, так я называю, уд, психослогос, уда наука, наука о душе. И все. Яуд систа. Шайтынгу, не? Яуд систа. По-русски просто умер. Яуд систа. Эммокас. Картофчин. Что означает? Пирог, начиненный картошкой. Утчин. Хайратчин. Человек, начиненный бесами. Вредный, злой, негодяй, подонок, тыры-пыры, злящийся, обижающийся гнев. Это же эмоции, это же бесы. А чувства – это ангелы. Вот я вам просто объясняю, чтобы мы понимали, что это не религиозность, не падание на колени, не там что-то такое. И все. А возвращаясь к сегодняшнему Дню помощи ворчунам, вы сказали, что у нас в республике самая распространенная проблема со здоровьем – это проблема с желчью? Нет, сейчас с сердцем. Сердцем. Просто очень было. Я вам привожу данные Министерства здравоохранения за 2014 год. И очень много было проблем. Потом молочная железа была. А это же все соматика, психосоматика. А сейчас сердце, кровеносная система, то есть давление, это, и почки. У мужчин это простатиты, и у женщин, и у мужчин это почки, циститы. Почки накапливают страх. Место любимое страха – почки. Сердце, злость, страх. Почки с сердцем связаны. Сейчас сердце. А вот сейчас как часто вам встречаются ворчуны? В соцсетях ежедневно по нескольку раз за час. Мы спросили у людей, как часто они встречаются им и как они на них реагируют. Давайте послушаем. Изаргун зарде цагура. Улафт, музыка, ama zarda bennegas. Уйвен набхдуан. Аннар дегей бакаст. Долворс бира коркоргано годамис. Низ. Ама искоттылын довод. Вайе офтадар. Неприятно, конечно. Долворс ищи коркоргано, вад адимаган и хзгун кацайвдзе. No, يقول دار خلاص زرده ودم استسافر در. Ойнасан канави, ама исуаттар. إيش كذا. Удум кай коркорканын суйдыл искоттын довод. كان من وقت دايما جوا دوه. Код. من أسرائيل في خام بايده. Долворс бира коркоргано годамис. Ой, Ой, ама искоттылын довод. да. Кофа коркоркан суад даван кодвайе. Не обращай внимания. Долворс бира коркоргано годамис. Ой. Ама коттылын довод. Иногда я сама тоже начинаю так же делать. Шохамодам. Коркоргано. Ой. Ама коттылын довод. Довга на Каныч в основном все кальжагай проходит, фала ватар. Долворс бира коркоргано годамис. Я сам такой. Нахид уровень бойда, он отдает эту спрашиваться, как это возможно, насколько это возможно. Я не могу объяснить, я им куда загон, просто на уровне отдаем общаться. Меня раздражает сам факт присутствия рядом со мной, но большое количество. Биразовые, женщины, виш сохамта. Ама ол кудын довод. Куден даве, кое удор устраивать, канефала махна. Ама смохантар вазардай рафк фихала. Вадать канем байда ба. Ой, ищохам. Ама дол кудын довод. تنقفزر من اندر سناستراني ودوم مدر من مدر راخيزم بايده Долворс бира коркоргано годамис. من اسم خدك ما تنك تخسن والشال در ما بون نيشو سرازن Ама кудын довод содамыл. خاطر برازم فعليا بارن что цел ма негатив передавать кан, мать может настроение та холен фала. Я с этим борюсь. Скажите, пожалуйста, опрос подтвердил ваши ожидания? Конечно. Мне очень понравились ответы, потому что они искренние. Они очень искренние и очень правильная реакция. Причем одни говорят «намелендове». Это тоже есть такие. Да проходит мимо, ворчи дальше. И это очень хорошая позиция. Надо вообще всех научить этому. Научить, чтобы не реагировать на это. И понимаете, что происходит? Когда нет обратной реакции, то есть ты не подпитываешь ворчуна своим ответом, то он пару раз поворчит и закроет. Я как раз хотела спросить, как правильно на них реагировать. Вы уже ответили, что не Но нужно, ведь, да? опять же, наши реакции же не от ума. Это же абсолютные рефлексы, привычки. Если бы это было так, то, ну что там, не обижайся, не злись, не слышь, да.
Это невозможно. Я же говорю, мы как, смотрите, слово «живот». Мы от слова «живота» и от слова «души». То есть мы и духовные существа, и физические существа, и душевные существа. То есть мы три в одном. Дух, душа, тело. И тело – это ум, не сознание. Ум – мозг, который нейроны, которые мы можем увидеть. Это эти реакции. Вы ведь в курсе, как звук реагирует на человека. А для нас любой звук – это несет смысл. Любое слово несет смысл. И если я реагирую на какая-то красивая «хорошо», а кто-то реагирует «ага, это там он мне ТРР, вчера я была не сегодня», по-разному реагируем. Это наши рефлексы. Как-то вы сказали, что это не он меня обидел, а я выбрала обидеться. Сказала, а кому я сказала? Да, нам на лекции. Вот эти слова очень не запомнились и во многом спасают в многих жизненных ситуациях. Очень хорошо, что вы это запомнили. А мне сейчас понравилось то, что вы сказали, что ворчать тоже входит в привычку. Конечно. Потому что я, например, вчера проворчала целый день, и сегодня я по инерции уже ворчу. Вот. Да, я сама ворчу. У меня кошка, которая чуть не умирала, я ее Гиуле понесла. И у меня не было кошек никогда. У меня в саду живут, а я их кормлю. Она у меня живет на кухне. И я на нее ворчу с утра до вечера. Потому что я хожу с веником, и вот мне делать нечего, как за ней все убирать. Ворчу. Хотя понимаю, что на нее ворчать. Вопрос. Вы сказали... Я сказала. Что я сказала? Это не он меня обидел, я выбрала обидеться. Я выбрала обидеться, точно. Смотрите, это о прощении было, наверное. Прощаем. Смотрите, научите меня прощать. Мне очень часто говорят, я говорю, как? Записку написать, Вася, я тебя прощаю. Я говорю, а когда ты обижалась, ты по моей записке обижалась? Нет. Ну как простить? Я ей сказала, вот не надо учиться прощать. Лучше научись не обижаться. И тогда некого будет прощать. И тогда встает вопрос, а как не обижаться? Очень хороший вопрос. И тогда еще встает один вопрос, а что такое обида? Как, по-твоему, что такое обида? Наверное, это какая-то эмоция. Безусловно. А что такое прощение? Отпустить. Да, я знаю, вы мою лекцию прослушали, знаете. Смотрите. Я скажу, времени нет, поэтому скажу коротко. Прощение – это не ты меня обидел, и я тебя прощаю. Нет. Прощение – это, смотрите, позволение. Я позволяю другому человеку, кто бы это ни был. Мой ребенок, мой друг, мой сват, мой кум, мой знакомый, мой незнакомый. Я позволяю другому человеку поступать так, как он считает правильным для себя. То есть позволяю ему получать любой жизненный опыт. Я сейчас сказала научно и перевела. Позволять так, как он считает нужным. Почему я позволяю? Вот это надо себя научить. Потому что, как мы только что говорили, Вселенная дала свободу выбора и ему, и мне. Кто я такая, чтобы я не разрешала другому человеку? Он, может, хочет с обрыва упасть. А я кто такая? Пусть падает. Упадет, будет больно. Позволение другому человеку получать любой опыт, какой он хочет. Но при этом самому не страдать от его выбора. Но как не страдать, если это близкий Объясняю, человек? Мы страдаем, потому что мы зависим. Смотрите-ка, это же свобода и зависимость. Мы зависим от того, как ведет себя мама, папа, дорогой, любимый, подруга. Мы зависим от их поведения. Почему мы зависим? Потому что мы контролеры. Мы не позволяем им вести себя так, как они хотят. Но мы... Однажды я спросила одного парня, пришел ко мне. Вот она меня там ТРР, я ее люблю, она меня нет. Я говорю, а как ты хочешь, чтобы она тебя любила? Скажи мне, как? И он мне отвечает. Я хочу, чтобы она меня любила так, как я хочу, чтобы она меня любила. Понимаете? Он так хорошо сформулировал, я ему сказала, да ты классический контролер. А как она будет любить тебя так, как ты хочешь? У нее другой язык любви, она тебя любит. Она вот так выражает, не так, как ты по-другому, она по-другому. Извините, а потом я ему сказала, а ты не хочешь, чтобы она была мужиком? Нет, говорит. Я говорю, точно так же ты не должен хотеть,
любить так, как ты хочешь, а принимать ее такой, позволять ей вот так поступать, но не страдай сам. Как не страдать? Если ты зависимый, то ты будешь страдать. Это как наркоман страдает без наркотика, зависимость же, Да. так и я страдаю. Если ты себя будешь вести так, как я хочу, то я тебя буду любить. А если ты себя так не будешь вести, то я тебя не буду любить. Но ведь любая зависимость зависит Манипуля- от тревожности, от изначальной травмы, Манипуляция, которую да, от того, что ты не делаешь так, как я хочу, значит, я обижусь. Не позволяю я тебе так, как ты хочешь, значит, я обижусь. Хавиуге, непрощение. Понятно? Понятно. И обида, меня никто не обижает. Я сама выбираю обижаться, потому что мне не понравилось, как ты. Мне не понравилось. Обида от кого вышла? От меня. От меня вышла. Я обижаюсь, а и страдаю. Мгм. Понятно теперь? Или не очень? Понятно. Слава Богу. И еще один вопрос. Совсем недавно была новость, что в Японии создали министерство... Счастья. Нет, А министерство по одиночеству. А. Обосновывается это тем, что в период пандемии участились случаи суицида, люди разводятся, и остро встает проблема одиночества. И хочется задать вопрос в целом про это. Как вы считаете, в современном ритме одиночество ощущается острее или нет? И еще вдобавок вопрос о том, почему мы бежим в интернет. Связано ли это с тем, что мы одиноки? К примеру, Хайдеггер в свое время писал, что современный человек спасается бегством от мышления. А от чего спасается современный человек? Почему он бежит в интернет? Вот вы сказали, от мышления. Тоже от мышления? Тоже от мышления. Я вам сейчас объясню, что я имею в виду. Конечно, это одиночество. Но одиночество не значит, что ты живешь один, не женат, у тебя нет... Это совсем не одиночество. Ты можешь жить с мужем, с 5 детьми, с 20 внуками и чувствовать себя одиноким. Одиночество – это состояние твоей души, но никак не количество твоих домочадцев, кошек, собак и так далее. Это не количество, это состояние души. Точно так же, как и обида. Состояние души. И я сказала, человек бежит от мышления. От какого мышления? Сейчас вам скажу. Значит, если вы знаете, в 1900, в прошлом веке, в 70-м году был такой психотехнолог Овертон, американский. И он разработал теорию Овертона, окно Овертона. Слышали? Да, вы? слышали. Коротко вам скажу, что это такое. Это теория разложения сознания. Разложение. И как ее разлагать? Легко. То есть это теория либеральная, которая говорит, что если человек не будет мыслить, то им легко управлять. Человек – существо единственное в нашей Вселенной мыслящее существо. И он подобен, опять же, тому же Богу только этим. Потому что, когда мы говорим «творец», то мы знаем, что он творит мыслью. И мы творим мыслью. И если эта мысль у нас отсутствует или разложена, то мы не желаем мыслить, мы не желаем верификации подвергать любой фейк, любой там обман. Мы перестаем мыслить. Мы не относимся, не то что критикуем, а критично подвергать, правда ли это, неправда, анализировать. Вот очки, да? Как они появились на свет? Пока кто-то подумал. Вот такие, представил. Мыслью. Дайте ко мне вашу мысль. Ее нет. Вы мыслить не умеете, скажу я. Скажу, как я не умею? Умею. Ну дайте ее. Ее нет физически. Но вы же мыслите. Когда он помыслил, потом он почувствовал. Ох, как это будет, вот тут будет. Вот, почувствовал. Мысль, чувство. Потом взял и сделал. Дух, мысль. Сущность душа, предшествует чувство, существованию. тело. Да. Заматериализовал свою мысль. И когда человек перестает мыслить, он перестает чувствовать. А он не может жить. Человек мыслящий не может жить без мыслей. Куда Хоненч? Растение. Вот растение лежит. Барутай. Вот. Отсюда и боязнь уединения. Да. Отсюда Наедине с боязнь собой. остаться с самим собой. Я это очень сильно замечаю, потому что люди все время сидят в гаджетах или
или общаются с другими людьми, что только бы Не остаться самими Да. собой. И не чувствовать себя. Это страх остаться одной. Аннушка, вы любите оставаться одна? Мне порой это необходимо. Я вообще мечтаю. очень. Я очень. Я дома иногда прошу, чтобы все ушли, и осталась одна. Замечательно. Но иногда это очень энергозатратно. Очень. Потому что проводится большая психологическая работа. И никто этого не понимает, кто не умеет этим заниматься. Да, и когда говорили, вернее, что самая трудная работа над собой — это психологическая работа, я понимала, но не совсем осознавала. Когда человек начинает прорабатывать в себе какие-то моменты, и когда я сама уже стала избавляться от того, что мне мешало, и принесло мне на самом деле комфорт, но я поняла, что это действительно очень трудная работа, но она нужная. И в то же время немного пугающая, потому что, на первый взгляд пугающая, потому что, к примеру, я представляю это как остаться наедине со своими страхами, мыслями. Это ощущается как какой-то темный колодец, внутри которого мы представляем чудовищ, минотавров. Нами же порожденных. Да, нами же порожденных мы спускаемся туда. Возможно, с помощью какой-то нити Ариадны, пусть это не лабиринт. Ты можешь тренинг провести по избавлению от страхов. Да, мы спускаемся Легко. туда, и оказывается, там не так уже и страшно, не так уже темно, и там не минотавр, а там какие-то тараканчики. Мы поплачемся. Я не знаю, зачем вы меня пригласили, вы все сами можете рассказать. Мы поплачем друг другу. Я признаюсь им, что была не права, когда написала от них отказную. Они просто ждали моего признания. Оказывается, они очень даже заговорчивые товарищи, с ними можно найти компромисс. Мы ими управляем. Да. Я вам сейчас скажу, что такое вот это страх одиночества. Мы сами рисуем, создаем в этой голове страшную картину сами, и потом сами же ее боимся. Эти страхи Но не начинают абсурд? управлять нами. Но очень важно, чтобы вот эта вот ниточка Ариадны, с помощью которой мы спускаемся в колодец, она должна нас удерживать, и эту нить очень часто может дать нам именно психолог. А знаете, да, только психолог. Почему с собой, почему себя простить трудно? Потому что мы внутри, мы ангелы. Мы очень хорошие, мы добрые, мы светлые. Каждый. Любой преступник и негодяй, он ведет себя так, потому что он недолюбленный. Помните, как у Горького, когда он писал своему сыну, что нет злых людей, есть люди обозленные? Совершенно верно, недолюбленные. Люди и они счастливые, кричат, они и несчастливые. преступления, и гадости кричат, потому что обратите на меня внимание, я неплохой, я хороший. Кто-нибудь из вас утром просыпался с мыслью, кого б сегодня убить? Кого бы ограбить и кому бы сказать гадость? Нет! Потому что мы белые и пушистые внутри. Но когда мы туда заходим, то вот эта наша иллюзия, оказывается, мы такие белые и пушистые. Нет, я не обижаюсь, я не злюсь, я хорошая. Да хорошая ты. Но ты пришла в школу жизни. Вы университет зачем поступили? Учиться. Это стыдно? Нет. И жизнь, ошибки жизни – это не грех. Я не признаю слово «грех», я признаю слово «ошибка», которую можно исправить. Но труднее всего признаться себе в том, что в тебе это есть. А потому мы и закрываем трудно, глаза и говорим, что нам сказали. Ну, ты не имеешь права? Да ты имеешь право быть двоечницей, вредной, злой, имеешь. Когда тебе говорят «имеешь», ты не хочешь. А когда тебе говорят «ты паинька», то ты паинька, ну ты вообще, я бы тебя убила. Это человек, он такое существо. Но если мы учимся на ошибках, то почему боимся их совершать? А учимся ли мы? Кто-то Тоже учится, вопрос. а кто-то нет. Вы понимаете, что такое ошибки? Любая. Я кого-то обидела, грубо сказала, это моя ошибка. Но я уйду и скажу, и ты этого, с этим человеком работать надо, или ему самому, или кому-то. Психолог, и вообще, я считаю, ты никого не убедишь, у него такое мышление.
но ты ему можешь рассказать, к чему приведет его поведение. И тогда, когда он поймет, к чему приведет, он сам захочет себя изменить. И тогда психолог ему бац, и за 2 секунды объяснит. Я всегда говорю, я всем студентам говорю, я никого не могу заставить думать так, как я хочу. Я могу вас заставить учиться, я могу вас заставить скопать мне огород, и так заставить. Но думать так, как я хочу, я никого не могу. На ум приходят опять же слова того же Юнга, который говорит, что психология может дать лишь 3 вещи. Это инсайт, действие и терпение. Вернее, она может дать лишь инсайт, скорее всего, а потом человеку самому нужно иметь терпение, чтобы иметь что последствия. Такое инсайт? Ну, это своего рода озарение, Совершенно понимание, да. О! Полное озарение. Вот щелчок. о чем, вот точно. Я всегда это знал, но не мог сказать. Да. Вот это инсайт. И когда человек... Вот это я и говорю, привести человека, чтобы он сам это проявил. Это работа психолога. Это очень тяжелая работа. Не заставлять. Иди, я тебя сделаю счастливым. Нет, никогда не сделаешь, никого. Но объяснить человеку, да, конечно, ты можешь это делать, пожалуйста, разве я против? Но вот ты к этому придешь, или у тебя эта болезнь будет, или вот эти проблемы. Он захочет, он просто не ведает, что творит. Господи, прости их, ибо не ведают, что творят. Это из психологии. И тогда ты на них не злишься. Ну, не ведает. Ты ведаешь, а он еще нет. Не пришел пока к этому. Да. Может, паузу перед концом. Давайте мы прервемся на небольшую паузу и очень скоро вернемся. Есть вопрос, нужен ответ. Слушай сюда. Филология. Хотите, можете продолжить еще. Нет, нам самим интересно. Продолжить еще. Продолжаете еще дальше? Давайте. Давай. Ир ФМ 808 60 30. Еще есть? В эфире. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы вещаем на частоте 102,3. Это радио РФМ, и у нас в гостях психолог Габулова Индира Мелитоновна. Продолжаем. Индира Мелитоновна, скажите нам, пожалуйста, почему, если жизнь так коротка, мы делаем очень много того, чего не любим делать, и при этом делаем так мало из того, что любим? Ой, шикарный вопрос, но я его разверну. Жизнь коротка именно потому, что мы делаем то, что мы не любим. И то, что нам не нравится. Я не шучу. Потому что мы не запоминаем это все. Что? То, что не любим, и нам не нравится. Прекрасно, я не в этом смысле. Смотрите, надо пойти. Куда? К слову, я говорю для остинской публики, слушателей, да? Ну я не хочу. Надо. К слову, умбеле. Я же не хочу. Да, вы понимаете, я сейчас не буду объяснять научными терминами. Вы не представляете, как плохо это влияет на продолжение человеческой жизни. Это ужасно, когда ты себя насилуешь и делаешь то, что ты не любишь. Когда тебя заставляют делать, как правило, это родители, которые не состоялись в жизни и хотят сделать из своих детей супергероев, потому что сами не состоялись. Медицинский академия, он хочет рисовать или песни петь, да? Не, и они ему внушают. А для ребенка папа и мама боги. Они его кормят, они его поят, он от них зависит. И он говорит, и вот это он делает, потому что папе и маме надо. Насилие сокращает жизнь человека. И могу ответить и по-другому, перевернуть опять вопрос. Почему, если жизнь так коротка, мы насилуем себя? И у меня тоже вопрос, почему? А потому что мы насилуем себя и сокращаем свою жизнь. Да, нужно было просто перевернуть. Перевернуть нельзя. Пожалуйста, если меня слышат родители, пожалуйста, не настаивайте никогда на том, что вы хотите для своего ребенка. Спросите его хотя бы. Или прекрасные есть у нас возможности сейчас, да, и мы можем протестировать вашего ребенка перед самым окончанием школы или в 8 классе и выявить
где он будет наиболее талантлив. У меня часто такое бывает. Приводит мама ребенка, восьмиклассника, музыка. И такие вещи. Это наш менталитет. Экономический маршрут. Юридический. И ты проводишь тестирование вот это, да, профориентация называется. Эти тесты валидные, им 100-200 лет, они точные, неважно, кто их производит, Индира или там Маня, все равно они дают результат правильный. И тестирование показывает, что ребенок прав, что он потратит время и будет насиловать себя 20 лет, но он все равно потом будет песни писать. Зато он эти 20 лет вычеркнет из своей жизни, постареет, заболеет, потому что вот это то же самое. Мы насилуем. Родители и другие. Вообще не заставляйте делать то, что не хотят. И сами прекратите делать, потому что, извините за грубое выражение, когда вы себя насилуете, вы плюете в свою душу и говорите своему Богу: хорошо, да, пусть тебе будет плохо, и тебе плохо. И от того, что тебе плохо, ты здоровее не будешь и дольше жить не будешь. Правильно? Когда мы счастливы и влюблены, мы летаем. Тра-ля-ля, у нас энергия, нам вообще все подвластно, все можем. А когда мы несчастны, когда мы делаем это из-под палки, Господи, хоть бы моя школа сгорела. Сегодня мне одна мамаша говорит, мне говорит, ребенок говорит, хоть бы моя школа сгорела. Я недавно не хотела в эфире, спрашивала Анну, и я говорю, чтобы мне такого сломать. Чтобы мне сломать. Я лежу и думаю, чтобы мне такого сломать. Вас услышит ваш директор и выгонит с работы. Но потом страх не оправдался, правда, я была рада, что пришла. А вот под конец нашего эфира, что, на ваш взгляд, является самым неправильным в отношениях в семье? Вот что бы вы, кроме этого, могли сказать родителям: не делайте так, самые главные ошибки? Семейная психология очень огромная. Я не знаю, какие ошибки. Ошибок много. Я знаете, что вам скажу? Самое неправильное, чего человек даже не понимает, это не любить себя, не уважать себя. Это не значит, что я лучше, ты хуже. Нет. Любить в себе Бога, свет. Смотрите, помните вот эту... Я что-то очень много о религии говорю, но психология — это о душе, и она тоже религия о душе. Да? Я не религиозный, не набожный, никакой там человек. Я просто верю в некую силу, которая во мне. И все, да? Смотрите, возлюби ближнего, как кого? Своего. Самого себя. Как самого. Понимаете? И все слышат «возлюби ближнего». И никто не слышит, как его, как себя. Вот как себя любишь, как себя уважаешь, как себя ценишь, так и относишься и к ребенку, и к маме, и к папе, и к другу. Только так. Вот вы мне поверите на слово, а потом проверьте. Я верю, потому что когда у меня портятся отношения с собой, у меня портятся отношения с другими. Совершенно. И в этом мне очень помогают друзья, потому что они всегда мне напоминают о том, что на самом деле я не такая уже плохая. Конечно. Да. Себя люби, уважай. Не так, что ты плохой, я хороший. Но возлюби ближнего как себя. Как себя. И будешь любить себя, всех ближних будешь любить. Вот так нужно относиться. В семье, в социуме, на улице, везде, где бы ты ни был. Разве ты пройдешь мимо котенка, больного, упавшего? Нет. Почему? А кто-то пройдет. И что бы вы пожелали нашим радиослушателям? Знаете, я нашим радиослушателям очень хочу пожелать, чтобы мы... Есть два слова – слушать и слышать. Можно слушать музыку, но не слышать ее. Можно слушать человека, но не слышать его. Слышать – это опять же свойство души, когда ты можешь сидеть с человеком, ничего не говорить и общаться с ним. Вот это слышать. А мы настолько не слышим друг друга, настолько мы, вот как две лодки, да, как когда муж и жена еще не поженились, мужчина и женщина, они муси-пуси, конфетная романда, да, я тебя люблю, я тебя тоже, и идут, поженились, и тут у них начинаются, чей свет лучше, чьи родители круче, чья работа хуже, кто приносит больше денег, и смотрите, и начинаются споры, и расходятся, как в море корабли, и уже не слышат, что делают? Кричат, орут.
ругаются в нашем обществе. Очень хочу, чтобы мы услышали друг друга. Знаете, человека спрашиваешь, особенно у женщин, это, девочки, не обижайтесь, я не о вас говорю, но у женщин это ужасно, когда вот женщина так себя ведет. Мужчина что-то говорит женщине, а женщина уже его не слышит, и в голове у нее ответ на его первую часть вопроса. Она уже не слышит, что мужик говорит. Она ответ готовит. Ответ. Вы сейчас извинились и сказали, что это не про нас. И не про вас, девочек. Это на самом деле, вот у меня это было. Я вот как раз про это и говорила, когда сказала, что прорабатывала в себе какие-то моменты. На самом деле я вообще, и у меня была репутация спорщика. Я постоянно спорила обо всем, о чем только можно спорить. Я спорила даже о том, с чем я согласна. И вот как раз, когда мне попались такие же спорщики, как я увидела эту ситуацию со стороны. Кому ты что доказывала? Да, как это выглядело со стороны. То есть я разговариваю с человеком, он мне о чем-то говорит, я слышу первую его фразу и составляю себе план дальнейшей мысли, я выстраиваю свою мысль, выжидаю, пока он что там говорит, я даже не дожидаюсь, пока он скажет, потому что меня же посетила великая мысль, я же должна только что вот прямо сейчас ее озвучить, потому что я могу ее забыть, или он может перевести тему в другое русло, и человечество лишится такой... Смотрите, о чем она думает. Не о том, что мужчина говорит, а о том, что она ему ответит. Я вот об этом. Молодец. Этой великой мысли. Кто из психологов с тобой работал? Никто, я сама. Я знаю. Да, когда вот мне попались такие же, я оценила эту ситуацию и перестала так делать. Молодец. Это привело к тому, что я начала слышать людей. Более того, мне стало интересно их слушать и слышать, понимать их мотивы, действия. И в конечном итоге это привело к тому, что я отказалась от категоричности в суждениях. И мне это доставило очень большой комфорт. Отказ от категоричности. Заповедь номер 1. Женщина, спорящая с мужчиной, изначально не права, потому что она с ним спорит. Только потому, что она с ним спорит. Не спорьте со мной, это будет долгая история, но я вам скажу, что это так. И когда, вот это я не женщинам желаю, я всем желаю. И когда иногда приходят мужчины, здесь как-то нет, я когда там в России жила, мужчины приходили и говорили, вот, там спрашиваешь их, Федя, что ты хочешь, как ты хочешь, чтобы твоя там, Наташа к тебе относилась, там, или другие мужчины часто они. И они вот честно, вот не то, что честно, я просто поражалась, вот одному и тому же мужчины говорят, что ты от своей жены хочешь? Ничего не хочу, все сделаю, лишь бы мне мозг не выносило. Спасибо большое. У нас была в гостях психолог Индира Габулова. Напомним, она пожелала вам слышать друг друга. Сегодня отмечается День поддержки ворчунов, помощи им. И я желаю вам, чтобы это не вошло в привычку. Не ворчите друг на друга. Да, не ворчите друг на друга. К примеру, когда на Крите хотят кого-то проклинать, они желают друг другу плохих привычек. Не смерти, не болезни, а именно плохих привычек. Медленная смерть. Да, медленная и мучительная смерть, плохие привычки. Да. Ну что ж, мы прощаемся с нашим гостем. Спасибо вам еще раз огромное. А наш эфир продолжится через несколько минут. Оставайтесь с нами.